Последние годы в Якутии наблюдается интенсивное возрождение сельского хозяйства. Алданский район не исключение. Производители работают пока только на внутреннее потребление. Доля местной продукции не превышает 10%. Однако именно ей отдают предпочтение жители. Подробности у наших корреспондентов. Предпочтение мясу, полуфабрикатам и копченостям фермера Закира Алиева отдают многие алданцы-гурманы. Закир занимается сельским хозяйством почти 20 лет. Первыми в хлеву появились 3 поросенка. Спустя несколько месяцев к ним прибавились коровы. Позднее в хлеву поселились козлята и овечки. Сегодня на подворье Алиевых, кроме хозяев, работают 2 скотника. Да, там договорные работники, по договору работают 2. И мы сами основное находимся, работаем, помогаем. В последние годы хозяйство Закира получило возможность развития благодаря государственной поддержке. Как только позволили финансы, хозяин построил теплицу. По замыслу Закира она станет круглогодичной. Возрождает овощеводство и сельхозкооператив села Якакит, являющийся одним из самых крупных и перспективных хозяйств в районе. Сейчас еще запускаем в этом году небольшую теплицу на 400 квадратных метров. Пробная, так скажем, в этом году. И уже достраиваем еще 2. Первым продуктом, который Якакитский сельхозкооператив начал производить в промышленных масштабах 6 лет назад, стало молоко. Сегодня агропредприятие производит масло, сметану и сливки, а также поставляет на рынок мясо. Местные сельхозпроизводители, обеспечивающие население продуктами питания первой необходимости, получают как республиканскую поддержку, так и помощь из районного бюджета. Есть муниципальная программа, она утверждена постановлением главы в 2015 году. Программа разноплановая. Там и поддержка и оленеводства, и скотоводства, и растениеводства. Сегодня сельское хозяйство Алданского района нельзя назвать массовым. Доля местной продукции на рынках и в магазинах пока незначительна. Однако потребители оценили вкус и качество натуральных, не прошедших обработку продуктов. Обратился за поддержкой еще один предприниматель, к сожалению, сейчас его не назову. Также планирует построить теплицы и свиноводческий комплекс. Потребность в молоке, мясе и овощах была и будет всегда. И успешное развитие отрасли во многом зависит от государственной поддержки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.